Сегодня у нас 6 августа, вторник, а вот уже 15 и 16 августа в Баймакском районе нашей республики на берегу озера Графское пройдет фестиваль лошадей башкирской породы Башкорт-Аты. И об этом фестивале нам подробнее расскажет директор научно-исследовательского института по изучению лошадей башкирской породы Башкорт-Аты Гизатуллин Руслан Ринатович. Руслан Ринатович, доброе утро. Доброе утро, коллеги. По совместительству еще и секретарь оргкомитета международного фестиваля лошадей башкирской породы Башкорт-Аты. Ну и что это за фестиваль? Вообще, какая мысль, какой смысл у него? Вы знаете, этот фестиваль имеет сразу несколько очень глубоких смыслов, но первое, то, которое было заложено основателями фестиваля, в первую очередь с этой инициативой выступил глава нашей республики Раид Фарич Кабиров, это сохранение и развитие нашего живого символа аборигенной породы лошади, башкирской лошади, которая подарена нам природой. И не случайно, коллеги, ведь не так давно, еще в советские времена, мы чуть нашу породу не потеряли. Ее активно смешивали, так называется, кровили с заводскими породами для того, чтобы повысить резвостные качества, для того, чтобы повысить молочную продуктивность, мясную продуктивность. Но вместе с тем, в результате, скажем так, этой работы мы теряли наши уникальные свойства башкирской лошади, ее адаптивность, ее способность выживать в абсолютно экстремальных условиях и при этом давать потомство, гипоаллергенность и многие-многие другие, в том числе и выносливость. И когда, наконец-то, от этой затеи, скажем так, не самые лучшие отказались, мы поняли, что нашу породу надо сохранять в чистоте, той, которой нам дала природа. И в рамках этого фестиваля пройдет очень большая деловая программа. А фестиваль в первый раз носит название «Международный фестиваль». И у нас пройдет международная научно-практическая конференция «Сохранение и разведение лошадей Евразии», где мы как раз обсудим все вопросы сохранения как нашей лошади, так и лошадей других аборигенных пород. Мы это проводим совместно со Всероссийским институтом коневодства. И надо сказать, что те результаты, которые мы получаем, мы сразу стараемся воплотить в жизнь. Надо сказать, что на прошлом фестивале, тоже на такой же конференции, она, правда, не носила статус международный, Раид Фарич Кабиров дал поручение разработать республиканскую программу по сохранению и развитию лошадей башкирской породы. Эта программа была создана. Я хочется поблагодарить всех коллег, которые участвовали, и Министерство сельского хозяйства, и Аграрный университет, Центр компетенций, Российскую академию наук Республики Башкортостан, которые помогли создать эту программу, которую мы защитили как институт на научно-техническом совете. Я думаю, что в рамках этой международной конференции мы тоже примем очень важные и интересные решения. Они у нас уже, в принципе, на стадии готовности, но все-таки хочется дождаться фестиваля для того, чтобы их озвучить. Я думаю, что они будут очень интересными и сенсационными. Ну, у нас порода вообще на каком сейчас находится этапе? Ну, то есть, вот вы сказали, что вот надо помогать ей там, вот, да, у нас развиваться. Она вымирающая, как бы? Слава богу, у нас сейчас. Это было все-таки в советские времена, когда, я еще раз говорю, мы гнались за показателями, за резвостными какими-то качествами, но в результате не получали ни того, ни другого. Сейчас, слава богу, все нормально. У нас действует 7 племенных заводов, у нас наладен учет, у нас работа идет по селекционному направлению. Понятно, что сейчас уже тут уровень, когда нам надо выходить на уровень генетики, сказать на генетическом уровне, а что ж такое башкирская порода, получить так называемый паспорт башкирской породы. Это очень уникальная, очень интересная работа. Мы сейчас ее проводим, опять же, с тем же самым институтом коневодства, с Российской академией наук в рамках реализуемого нами гранта. Я думаю, что эти исследования первоначальные мы как раз на этом фестивале и доложим. Когда я слышу «вывести», я все думаю, что башкирский конь в скором времени обретет крылья. Будет тот самый знаменитый Акбузат. Да, у нас действительно есть крыло бабочки. Не у всех лошадей, но очень многих лошадей. Вторая очень глубокая идея этого фестиваля, которую, как говорится, организаторы заложили, это инфраструктурное развитие данной территории. Потому что с каждым фестивалем, да, район потрясающий, очень красивое место, 2 озера, но, тем не менее, достаточно далеко расположен от Уфы, и для того, чтобы привлечь туда в первую очередь людей, а во вторую очередь, в первую очередь, инвесторов, надо создать определенную инфраструктуру. И с проведением каждого фестиваля эта инфраструктура появляется все больше и больше. Появляются дороги, появляются какие-то строения,
фестиваль дает еще больше раскрутку данной Да. территории и привлекает Большая инвесторов. В рамках вот этого фестиваля деловой программы пройдет очень интересное мероприятие. Это миграционная встреча по созданию туристско-рекреационного кластера «Ирандык» на территории вот этих двух озер. Когда мы совместно с бизнесом, совместно с бизнес-шерифами, Центром туризма, Министерством туризма обсудим мастер-план развития территории. Это уже как такой детальный, интересный, комплексный план развития вот этой данной территории. И я думаю, что это даст очень большой толчок вообще развитию Баймакского района, то есть фестиваль глубокий. Кроме того, этот фестиваль, третья часть, очень глубокая, позволяет сохранять культуру и традиции народа. В частности, очень интересна связь нашего фестиваля в части проведения конно-спортивной программы со Всемирными играми кочевников, которые состоятся у нас с 8 по 13 сентября в городе Астане. Так вот, мы выставляем на Всемирные игры кочевников 35 наших батыров, наших спортсменов. Они будут участвовать в составе сборной России. Одна страна, одна команда. Но, тем не менее, все будут знать, что они от Республики Башкортостан. Мы выставляем одну из самых больших, скажем так, делегаций спортивных. Ну, кроме того, и на Всемирных играх кочевников и прозвучат наши доклады научные. 6 докладов мы подали, и все 6 докладов в рамках научной программы прошли. Так вот, на нашем фестивале «Башкорт-Аты» как раз эти игры, элак, это так называемый, он не очень по-русски звучит, козлодрание, но тем не менее очень древняя тюркская игра, скажем так, среди кочевых народов, это на уровне хоккея. То есть это когда батыры сталкиваются, берут тушу козла, ну сейчас это, конечно, прототип туши козла, и начинает бороться за нее для того, чтобы бросить ее в казан. Вот. Это очень интересная игра. Узарыш – это когда это борьба на лошадях. Да, и у нас там очень сильная команда и очень большие перспективы на Всемирных играх кочевников. Тайтулак, когда диких лошадей значит, укрощают. И многие-многие-многие другие, как бы. Значит, Рендек Мангаре – это когда стреляют из лука по мишеням. И кроме Так, того... вы не раскрывайте, хоть что-то интрига должна остаться. Значит, обо всем расскажем. Что вот это увидеть своими глазами, это уже стоит того, чтобы 15 и 16 числа отправиться на озеро Графское, в Баймакский район, и увидеть своими глазами фестиваль. Я думаю, Можно семейный фестиваль можно даже назвать, посмотреть, ознакомиться поближе, да, с той самой знаменитой башкирской породой лошадей. Ну и пообщаться вообще, в принципе, с умными людьми, кто в этом разбирается, да, и еще больше и больше, так скажем, познакомиться с вот этикой. Да, у нас в гостях был директор научно-исследовательского института по изучению лошадей башкирской породы Башкорт-Аты, секретарь оргкомитета Международного фестиваля лошадей башкирской породы Башкорт-Аты Руслан Ринатович Гизатуллин. Спасибо большое вам. Спасибо. Ну и всех вас приглашаем 15-16 августа, уже на следующей неделе, четверг-пятница, Баймакский район, Нагоравское озеро, насладиться этим настоящим праздником.